Погрузиться в историю своего народа и отыскать уникальные памятники старины. В Чувашском институте гуманитарных наук археологи провели пресс-конференцию. Они рассказали об экспедициях прошлого года и наметили новые маршруты. Большая коллекция каменных орудий, чудом сохранившиеся фрагменты различных украшений, столовые приборы – все это археологи собрали в нашей республике. Прошлый год действительно был удачным на находке. В Комсомольском районе начали изучение средневекового селища. Оно считается самым крупным поселением золотоордынского периода в Чувашии. А найти его помогли артефакты, выставленные частными лицами в интернете. И здесь, уверены ученые, их ждет немало археологических открытий. Сохранность культурного слоя здесь уникальна. То есть здесь не велись какие-то антропологические работы, пахота не велась, и антропогенного воздействия не было. И это позволило сохраниться комплексом, то есть жилищем, постройкам на этом памятнике. Нам удалось раскопать около 140 квадратных метров. Раскопки грунтового могильника в деревне Синдемиркино Вурнарского района оказались самыми результативными за все годы исследований. Коллекцию археологов пополнили зеркала, конские нагайки, необычные римские пуговицы. Работы велись совместно с коллегами из Мордовии на средства федерального бюджета. В Чебоксарском Заволжье тоже обнаружено немало интересного. Здесь раскопали целое жилище, относящееся к эпохе мезолита. Это жилище удивительно и уникально в том, что, несмотря на столь представительный возраст, на поверхности сохраняется западина от существовавшего полуземляного жилища. Ее возраст 8-9 тысяч лет назад. На пресс-конференции собравшимся представили трехтомную книгу «Археологическая карта Чувашской республики». Издание будет участвовать в конкурсе на государственную премию в области науки и техники. Раскопки на территории Чувашии продолжатся и в этом году. Археологическую карту исследователи намерены расширять и дальше. Уже в мае ученые вместе с волонтерами отправятся в Цивильский район открывать тайны прошлого. Вероника Павлова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.